Dostlar, bizim stüdyamızda musafirler, bu insanlar böyle bir akılnen, aritmetikanen sık bağlılar, balatçıklar. Elbette de bu stüdyanı bugünkü günde bugün böyle bir yaraştıracaklar ve Gülnara şimdi onlarına takdim edecek. Evet, kaydetmek gerek ki böyle misafirler erkun görünmeyi, böyle misafirlerle erkun tanışmak pek kıyındır ve onların bugün laf etmek, sohbet yürütmek pek kıyın olur. Kıyın değil, meraklı olacak. Meraklı, evet. Natalya Rudenko Amakits adlı mental arifmetika mektebinin yolbaşçısı. Enver Bey Medjitov mental arifmetika idmancısı ve ruhiyatçı. Ve balatçıklar talebeler Selim Ablayev Amakits adlı mektebinin talebesi Muhammed Gafarov ve Meryem Aliyeva. Selamun aleyküm. Здравствуйте. Hoş geldiniz. Доброе утро. Доброе. Наталья, расскажите, пожалуйста, вот что касается школы. Спасибо большое. Көргенске базис телестудиялем ана бөлек güzel bir bakışlar ile kelgenler, misafirlerimiz. Çiçeklerden pek memnunuz. Çok sağ olunuz. Наталья, вот что касается школы, да, расскажите о ней, ее специфику, чему она учит. Амакитс – это первая школа устного счета, которая была открыта в Крыму, ну, в частности в Симферополе. Мы работаем 2 года и проводим с детьми занятия по курсу «Ментальная арифметика». Устный счет. Для чего она необходима? Для того, чтобы у детей гармонично развивались оба полушария. Вот. С помощью устного счета воображения у детей формируются, устанавливаются нейронные связи между левым полушарием и правым полушарием. В результате чего тренированный мозг позволяет детям другие навыки, обучаться другим навыкам легче и проще. Энверби, вам вопрос. Вы как тренер, да? Как у вас проходят тренировки, как вообще проходит обучение? Сколько лет обучается? Насколько сложно работать с детьми? Ой, с детьми работать очень сложно, но очень интересно. Каждый ребенок по-своему вносит определенный вклад не только в мое обучение, но и в свое. Они обучаются у нас ровно 1 год. Это первый курс сложения вычитания, потом 2-й год – это умножение и деление. То есть в общей сложности у нас получается 2 года. Занятия у нас проходят в игровой форме. То есть дети за то время, как у нас, сложности в обучении не видят как такового. То есть все занятия у нас начинаются с игры, с какой-то легкой разминки. Но нужную информацию, которую необходима для их развития, они получают. То есть мы начинаем все обучение с воображения, с концентрации. Не обучаем их как таковой математике. Мы обучаем их арифметическому счету, воображению, концентрации и развитию интеллекта как такового в целом. То есть учим детей учебе, учиться, жить, развиваться. Со скольки лет могут дети приходить в эту школу? Вот у нас градация деток это от 4-4,5 до 14 лет. Это вот такой самый лобильный возраст, когда лучше всего обучаться чему-то новому. Дети еще это воспринимают очень-очень-очень быстро. Что касается самой школы, да, проходят ли вот олимпиады, какие-то конкурсы, где могут дети показать свои знания, да, посоревноваться с кем-то? И вообще, вот Наталья Энверби, как вы пришли к этому? В каком году вообще вот вы решили, что вы будете этим заниматься, вот обучать детей этому? Ну, давайте как бы закончим, что касается обучения, да, прежде всего у нас командные игры, они проходят на занятия у них. Также они занимаются дома, на онлайн-тренажере. Зарабатывают себе рейтинг. Каждый студент видит свое место в группе, в центре, в городе, в стране и в мире. То есть в последующем, то есть также дети, у нас нет оценочной системы, да, как в обычной школе, там от 1 до 5 мы не ставим баллы. За каждый результат ребенок у нас получает звезду. Накапливая эти звезды, они потом впоследствии может их обменять на сувениры, там, на браслеты, на часы и так далее. И сейчас у нас в мае месяце планируется Всероссийская Олимпиада, где будут принимать участие абсолютно все ученики с большим призовым фондом. Вот, условия мы разместим уже у нас на сайте буквально через неделю. И они смогут уже готовиться к серьезным соревнованиям. Вот. Мерьем, сколько тебе лет? 5,5. Тебе нравится заниматься арифметикой?
А сколько ты уже занимаешься этим? Почти полгода. Почти полгода? Мухаммед, а ты? Тебе нравится? Да. Как давно занимаешься? С 8 лет. С 8 лет. Селим, а ты? Я только начал, 2 месяца уже. Уже достижения есть? Результат есть? Покажет. Давайте сейчас посмотрим, как вы занимаетесь. Можно, если Конечно, можно? Да, можно. мы хотели бы... Мирьям, Чтобы давай ты вышло. первая начнешь. С леди. Стишком. За За стишком. стишком. Со стишком, да. Давай стишочек Пока расскажешь? стишочек, пока Пока подготавливается. Энвер включает давай тренажер, стишочек. вот что касается... Нет, она будет считать и одновременно рассказывать рассказывать стих. Это в игровой форме. Нет, это и есть как бы вот сейчас Мирьям продемонстрирует наглядный пример того, что у нее одномоментно работает 2 полушария. Она может считать и одновременно рассказывать стихотворение. То есть дети наши могут играть на музыкальных инструментах, одновременно считать, могут отжиматься, приседать, да? Они могут отвечать на вопросы. То есть, считая, мы можем задавать им вопросы, мы можем читать им книги, и они нам еще пересказывают, дают правильный ответ, и плюс еще рассказывают, о чем была эта книга. И книги мы выбираем им порой не очень такие простые, да? Ну, интересное. Пока там подготавливается наша техника, да, режиссеры пока подключают. Расскажите, вот в каком году вот вы, Энвер, да, вы, Наталья, вы решили вот этим заниматься? И... У меня эта идея возникла в 2015 году, когда моему сыну было 2 года. Вот. И я стала как бы искать для него развивающие занятия. То есть, думаю, 2 года уже пора. При этом как бы, сама я родом из Днепропетровска. И моя приятельница, ее дети занимались дальней арифметикой. И она выкладывала видео со своими детками, и я вот долгое время за этим наблюдала. Когда уже подрос мой сын, я начала искать эту методику в Крыму. И увы, не нашла. Поэтому мне ничего не оставалось, как прийти к своему супругу и сказать ему, что вот Марку необходима эта методика. Онлайн обучения нет, потому что это неэффективно, поэтому давай-ка мы откроем школу. Вот. Ну вот сейчас он в ожидании, и уже я думаю, что в этом году он начнет уже обучение в нашей школе. Мы видим вот большой счет, что касается него, как-то обучение с ним проходит? Давайте я, да, кстати, их покажу. Это вот наши счеты. У них вообще очень много названий. Называются они Сарабан, Абаку, Собак. Ну, это счеты. Вот, на эти счеты мы, да, на них мы учимся тренироваться. Дети сперва учатся на этих счетах, то есть на физических, учатся правильной техникой решать на них. То есть вот у нас здесь есть косточки наши. А потом они переходят на сам ментальный счет, на само воображение. То есть развивают концентрацию, фокусируются на этих счетах и представляют себе. То есть эти счеты у них есть всегда с собой, но не в виде физических, а в виде воображаемых счетов. То есть давайте давайте мы покажем, чтобы да. это было более интересно. Мирьям, готова? Всегда готова, да, Мирьям? Готова? Поехали. Дело было, январь, стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. Вот как-то раз ночной порой, как в лесу, так тихо, встречает волка под горой, зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год? 8. 8. Проверяем. Ответ верный. Так, вот клавиатуру. Клавиатуру спрятать. Вер не может побороть Как клавиатуру. спрятать клавиатуру? Ответ 8, вот он Да. 8 правильный ответ, машалла. Ответ верный. Просмотреть пример и, если хотите, можете посчитать на калькуляторе. Мы верим. То есть что сейчас произошло? Мирьям считала арифметический пример на большой скорости, в принципе, и читала стих. То есть у нас есть левое полушарие и правое полушарие. Левое отвечает за логические расчеты, правое за воображение, концентрацию внимания. Мы учим, чтобы оба полушария работали одновременно, синхронно. И вот это вот сейчас она и продемонстрировала. Дальше. Селим. Селим, Хочешь? Давай, Показывай Селим. место. Мухаммед. Вот
ты у меня самый первый студент, да, самый-самый первый. Вот мы открылись 2 сентября 2015 года. Да. И Мухаммед вот у меня занимается со 2 сентября уже. Расскажи, вот что тебе нравится в нашей школе? Ну что, тут добрые учителя, столовая есть, все есть. Потом мы проводим Чайная, Мирьям. разные Самое важное. игры. Потом получаем за что мы занимаемся, например, домашнее задание. Если ты сделал 4 раунда за неделю, то ты получаешь звезду. И если ты хорошо занимался на уроке Амакидс, то ты тоже 2 звезды получаешь. А потом меняешь их на сувениры. А много времени у тебя уходит на домашние занятия? Нет. Ну сколько? Ну, примерно. У меня на домашнее задание уходит 4 дня. 4 дня, а каждый день сколько? Каждый день я считаю по 40-50 примеров. Угу. Готов? Продемонстрировать. Селим, готов? Или Селим? Да, Селим, давайте с Селима начнем. Готов? Поехали. Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи, мороз воевода дозором, обходит владения свои, глядит, хорошо ли метели, лесные тропы занесли. Давай, Вадим. Води, Сам. Не знаю, если уверен, Води. 66? Нет. Нажимай. Вот, проверить. Нажимай. 77. Подожди, давай еще раз. Ты уже посчитала, Мирьем? Давай еще раз. Машаллах. Давайте еще раз. Давай. Ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи, мороз воевода дозором, обходит владения свои, глядит, хорошо ли метели, лесные тропы занесли, и нет... Докни. Цифра улетела. Угу. 50... Я не верю. Я не знаю. Нажимай, проверить. Нет, неправильно, я запутался. 55. Все. Все Перенервничал. да. Знаю, что ты умеешь, да, молодец. 5. Ну что, 55? Мухаммед, Молодец. Ну да, правильный ответ 55. давай пока Энвер настроит сложение вычитания, а мы продемонстрируем умножение. Давай. Двузначные, трехзначные? Двузначное. Двузначные. Хорошо. Давай умножим 97 умножить на 9. Получается ответ 873. Ответ. 873, да. А может быть, это из ведущих проверит на калькуляторе? Давайте 56 умножить на 9. Да. Тем временем телезрители наши тоже могут проверять. Получается 354. 56 на 9. Сейчас 56 на 9. 6 на 9. 5. Получается 504. Да, все верно. Покажи на камеру. Там заблокировалось уже. Да, 504. Машалла. Такие дети удивляют, да, Мавеле? Да. Машалла Субарбала. Ну что, давай еще посчитаем. Да. Готов? Да. Поехали. А, 89. Прям танец. Как его свернуть? Экран не получается. Клавиатуру опять сверните. мне, А пожалуйста. введите вот 89 ответ, мы не можем.
Вот что сейчас происходило, что они делали ручками? Вот. В общем, у нас технические проблемы, но мы уверены, что они все правильно отвечают. Что же происходит, когда они начинают двигать пальчиками? Вот наши счеты, которые есть, мы обучаем на них правильной техникой двигать. То есть вверх большой, вниз указательный. К этому они привыкают. И что же сейчас произошло? Они воображают эти же Они счеты их представляют, визуализируют, и на них и просто откладывают. передвигают. Откладывают на них числа. И эта ментальная арифметика, она отличается от классической. То есть наши дети не считают промежуточные ответы. Да? Мы привыкли там 3 плюс 2, 5 и так далее. То наши дети начинают читать пример и видят конечный результат. То есть они откладывают числа, и впоследствии, когда заканчивается пример, они видят ответ. То есть таким образом у них идет информация из одного полушария в другое полушарие. И в целом как бы получается картинка. У ребенка должен быть талант? Нет. Нет, мы... Тренировки, усердные тренировки. Я гарантирую, что это доступно каждому ребенку, абсолютно каждому ребенку, при условии, если родители и ребенок выполняют рекомендации тренера. Это всего-навсего ежедневная тренировка 15-30 минут в день. Потому что ментальная арифметика – это прежде всего тренажер. То есть это как спортзал. Они приходят и тренируют свой мозг, но с помощью точных задач. И, соответственно, как в любом спорте, тренировки регулярные, ежедневные, они обязательны. Без них никак. Каждый ребенок по-своему талантлив, и каждому есть свой подход. То есть нету глупых детей. Это очень важно. Селим занимается 2 месяца, ты ему там совсем такой сложный пример ставишь. Селим просто перенервничал, это нормально. 2 он половит цифры. Давай. Мы сейчас попробуем. А можно приложение? Да. Да. У нас в курсе 3,5, давайте. Нет, мы тебе просто однозначно в режиме турбо. Секундочку, мы подключим. Сейчас подкрутим, чтобы было видно на экране. Двузначно. Турбо. Можно дабл павл? Вы хотите на 2 считать? Не, я хочу дабл павл. А сколько учеников? Много. Не считали? Да, нет, не считал, но их достаточно много. Ну, могу сказать так, что в этом году у нас будет выпускаться, я имею в виду в этом году, это в учебном году, будут выпускаться около 50 учеников. То есть те, которые занимались 2 года. А так как набор у нас круглый год, то есть у нас кто-то начал там в сентябре заниматься, кто-то в декабре, соответственно, как бы там следующие выпуски будут, ну, вот идти месяц за месяцем. Ну что, готов? Успокоился, расслабился? Да, не переживай. Мухаммед, а ну-ка давай. У нас технические Помогай. проблемы. Вы проводите, потом мы покажем просто это на камеру. Проводите Хорошо. игру. Поехали. Однозначно. Да. Лови. Лови. Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи, мороз воевода дозором обходит владения свои. Глядит, хорошо ли метель. Ответ 3. Проверить? Правильно. Вот, ответ Ну, верный. Правильно, 3, машалла. К сожалению, наша беседа подходит к концу. Ваши пожелания нашим телезрителям, а в частности, детям. Детям, прежде всего, я хотела бы пожелать счастливого, яркого детства. Вот. Оно должно быть у каждого ребенка, и чтобы обучение им было в удовольствие, чтобы они от этого получали удовольствие. Энверби. Пускай приходят к нам в школу, занимаются, развиваются. Это самое главное. У вас есть что сказать? Вот детишкам, которые вас увидели, захотели тоже этим заниматься, может, какие-то пожелания, может, привет кому-то передать? Привет, маме. А папе? Маме. Папе. Привет. Вы желаете другим детям тоже заниматься вот этим? Вам интересно? Скажите, вот что вам интересно, это очень, что это не тяжело, что это можно сделать каждому ребенку. Ну, там интересно очень. Разные программы. То Сарабан, то Макидс. Но Макидс, он сложнее, потому что там умножение и деление. Но еще деление мы не проходим, только умножение. Так очень нравится. Но скажи мне, как по-твоему, каждый ребенок может у нас заниматься или какие-то особенные дети? Вот ты особенный ребенок?
Не знаю. Возможно, особенный. Гением. Нужно иметь какие-то вот Нет. сверх какие-то способности. Нет, потому что каждый может прийти, если он будет заниматься, он может дойти до умножения, и потом до деления, и потом он будет считать... Поехать в как- Японию на чемпионат, да. Спасибо большое за интересную беседу, а мы, в свою очередь, желаем вам успехов, и чтобы вы в будущем представляли Крым уже на международных олимпиадах. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще, нам было очень интересно. Действительно, это уникальные дети, уникальная школа. Спасибо большое. Çok sağ olunuz. Dostlar, programımız devam etmekte. Endi bu insanlarla sizler tanış oldunuz. Gerçekten de ne kadar insanlar akıllı olsa o kadar Kırım Tatar halkının da geleceği aydın ve parlak olacak. Dostlar, şimdi ise bugün nasıl hava bizlerini bekliyor eken acaba? Geliniz beraberlikte bileyik.